Так, ну, хватит играть. Мы уже в эфире, получается. Я так думаю. Надеюсь, что так, потому что с этим OBS бывают всегда проблемы, вечно какие-то траблы. Ты можешь хоть 1000 раз настроить, перепроверить, но когда ты выходишь в эфир, обязательно случается какая-то техническая неполадка. Но сейчас я думаю, надеюсь, что я в эфире. Если кто-нибудь, если меня слышит, прошу оставить комментарий. Вот. А что мы будем сегодня делать? Ну, играть мы сегодня не будем, хотя очень хотелось бы. Но вот хотел бы сказать, что вот эта игра, в нее можно играть не только когда интернета нет. Даю вам подсказку, как ее запустить, только никому не говорите, что я вам это сказал. А то адмодей диктор он живо. В общем, пишите здесь Chrome, CHROME, двоеточие, две палочки, Dino. Запускаете и играете, когда вам не хочется работать, можно вот так поиграть. Очень интересная игра. В общем, ассаламу алейкум, всем добрый день, Сельди Колшин. Welcome everybody. Hello world, как еще на каком языке сказать, не знаю. Сегодня мы будем заниматься разработкой дизайном мобильной версии нашего сайта интернет, сайта которого еще нет. То есть сайт у нас уже есть, временный. Он у нас базируется на платформе Teletype. Здесь мы выкладываем различные очень интересные статьи. Как раз хотел анонсировать, скоро будет очень мощная, бешенейшая, просто шикарная статья от Магомеда Чербижева насчет того, как сменить профессию и стать IT-специалистом после 35 лет. Всем советую ее почитать, то есть я забросил вам небольшой анонс, скоро, иншаллах, она будет к прочтению всем, не только тем, кому за 35, даже если вам 34,5, вы можете ее прочитать, и это будет полезно, потому что через полгода вам будет уже 35. В общем, что я хочу сказать. Есть у нас сайт такой, я уже повторяюсь, и я с группой инициативных людей из сообщества мы решили разработать собственный сайт для нашего сообщества, который будет работать на благо сообщества, на благо того, чтобы молодежь развивалась. И вот если как раз-таки хотел бы сказать тем, кто хотел бы помочь в этом деле, вы можете просто оставить заявку мне или Хаважу. И если вы программист или фронт-энд разработчик, бэк-энд разработчик, неважно, вы можете написать, присоединиться к нашей группе, вступить в группу и тоже помогать чем-то. Там есть координатор, я думаю, это Хаваш, он будет раздавать задания, и вы можете участвовать в этом. В общем, сейчас я вам покажу дизайн, который я уже разработал. Это дизайн десктопной версии сайта. Здесь, вот, если вот так посмотреть, видно все страницы. Их страниц немного. Мы решили пока ограничиться минимальным функционалом, минимально необходимым функционалом. Но после того, как мы его запустим, будем потом постепенно дорабатывать, развивать. Может быть, после нас дальше сообщество, надеюсь, будет существовать и дальше будут работать над сайтом, дорабатывать, менять, обновлять. Может быть, наши потомки будут еще работать над этим. Поэтому мы просто запускаем процесс
Вот. Что здесь есть? Давайте я быстро пробежусь по всем функциям этого сайта. Так, ассаламу алейкум, на конкретную, вы работаете на конкретную компанию или на фрилансе? Спрашивает сенсей. Насчет вы не знаю, но я работаю на компанию и работаю с 9 до 6 часов вечера, 2 выходных, добился второго выходного. В общем, у меня был 6-дневный график, а с недавнего времени 5-дневный, поэтому я счастлив сейчас, могу отдыхать. Насчет остальных есть разные в нашей, ну, не сказать команде. Команда у нас раньше была соло. Мы здесь принимали заказы, пытались там поднять на ноги студию, потом мы разбежались все. Ну вот ребята из прошлой команды, они по-разному. Кто-то фрилансер, кто-то... Ну, в основном все в компаниях работают. Это проще, выгоднее, я думаю. Особенно если ты работаешь в зарубежной компании. Нужно всегда стремиться устроиться в зарубежную компанию. Для этого надо подтягивать свой английский. Даже если вам кажется, что ваш английский недостаточен для того, чтобы начать работать с иностранцами, пробуйте, потому что не все иностранцы требуют, чтобы у вас был прям идеальный английский. Если вы просто умеете изъясняться или вы можете понимать, что вам говорят, то этого достаточно бывает часто. В общем, есть... У меня у одного качество видео плохое, спрашивают. Надеюсь, у одного. Потому что я сейчас в OBS вещаю в HD качестве. И должно быть все хорошо. Кстати, в канале сообщества мы запустили сбор, денежный сбор на приобретение лицензии, как это называлось-то, StreamYard, сервис StreamYard, который позволяет вести трансляции, устраивать созвоны. В общем, там очень много чего есть, очень крутая штука. Позволяет без всяких настроек очень быстро выходить на связь и на таком профессиональном, качественном уровне проводить трансляции. Поэтому обратите внимание, если хотите поддержать, вы можете, там есть ссылка и сделать перевод. У меня норме. В общем, все. Не буду затягивать, а то скоро вам с Хайалтах не успею ничего показать вам. В общем, здесь у нас главная страница сайта интернет. Вот такой дизайн я сделал. Здесь что у нас будет? Раздел специалисты. Изначально для чего мы задумали этот сайт? Чтобы был раздел специалистов. То есть мы будем, не мы будем, а вообще все желающие специалисты смогут зайти, зарегистрироваться на сайте, заполнить свои данные, там указать ссылку на свое портфолио. И он, если этот человек здесь, если он все заполнит, он появится в разделе специалисты, и любой работодатель, кто угодно, если кому-то нужен заказ, может зайти туда, посмотреть список, выбрать нужного, посмотреть его портфолио и связаться с ним. Если, допустим, вы специалист, вы можете здесь поставить переключатель «Доступен для работы». Если вы не хотите, чтобы вас беспокоили, вы можете эту галочку убрать, и вам никто не будет писать или звонить. Вот такая штука. Может быть, в будущем мы будем дорабатывать этот раздел, делать его более таким продвинутым, с большим там функционалом, различными фильтрами, поиском. Может, кроме специалистов мы делаем раздел вакансий, где любой специалист может зайти и поискать себе работу. В общем, что здесь есть? Есть главная лента.
Главная лента здесь размещается публикации. Публиковать может любой человек, может зарегистрироваться, написать свой пост и опубликовать его. В главной ленте будут отображаться только самые популярные, интересные посты. Популярность этих постов будет определяться алгоритмом специальным, который будет высчитывать количество лайков, количество просмотров, комментариев, количество дизлайков и так далее. На основе этого будут по приоритету распределяться вот это все. Также вы можете просто зайти на кнопку, на ссылку «Новое», и там будет список последних публикаций, кто самый последний добавленный публикации. Тем самым мы хотим, чтобы сайт был самопополняющимся, чтобы здесь не было просто одних там редакторов, чтобы не ложилось все на плечи там нескольких человек. Как мы знаем, энтузиазм может быстро пропасть, и вместе с энтузиазмом и сайт может заглохнуть. Поэтому мы хотим, чтобы он сам по себе развивался. То есть каждый человек сможет вести свой собственный блог на этом сайте и вести какой-то интересный журнал на любую, ну не на любую тему, в рамках IT обязательно. Не хотим отходить от IT, ну может быть около IT даже. Здесь будут разделы подкасты, то есть это то, что мы ведем на YouTube. Мы также все подкасты, которые публикуются у нас на YouTube, они будут появляться в этих разделах на сайте. Дальше у нас теги, они называются темы. Футер. Футер я вывел сюда. По какой причине? По причине того, что у нас бесконечная лента. И, допустим, ты можешь его листать, если ты хочешь быстро добраться до футера, тебе придется очень много листать, поэтому футер мы поставили сюда. И здесь у нас будет колонка комментариев. Комментарии, последние комментарии. Надеюсь, разработчики смогут сделать так, чтобы они появлялись в реальном времени, но это только мои эти фантазии, мечты. Ну, посмотрим. Может, если у них будет хорошее настроение, они смогут это сделать. Здесь комментарий дня, то есть комментарий, который в течение суток набрал больше всего лайков, будет отображаться здесь. Поиск, уведомления, профиль, кнопка «Написать». Что еще? Ну, в общем, все по главной странице. Дальше у нас выпадающее меню профиля, поиск, продвинутый поиск. Здесь будет подгружаться, по мере того, как ты вводишь текст, будут подгружаться результаты. Ты можешь перейти на подробные результаты. И вот страница самого поста, она выглядит вот так. То есть здесь аватар, title, здесь все стандартно. Единственное, вот эту штуку я задумал, как когда ты скроллишь страницу, вот эти лайки и кнопка поделиться будет залипать и всегда оставаться на одном месте, ты это будешь видеть. Был вопрос, что делать, когда эти лайки доберутся до фотографии, как они будут себя вести, то есть они будут вот так поверху идти или по низу. Здесь будет просто вот так лайки идут, и как только они добираются до сюда, они просто плавно скрываются. Ты дальше скроллишь, и здесь после фотографии они плавно появляются, и можешь дальше скроллить. Не все фотографии такого формата. Можно вставлять фотографии и поменьше. Это на выбор редактора. То есть он может и широкую, и не широкую фотографию добавить. Вот такая типографика, заголовки, параграфы, цитаты, комментарии. В комментариях тоже можно смотреть популярные и свежие. Можно ставить лайки, можно прикреплять фотографии, смайлики, гифки.
Можно цитировать человека. И есть какие-то рекомендуемые посты внизу. Так, это профиль пользователя. Здесь все просто. Какие-то данные доступен, недоступен для работы, ссылки на его профили различные, там, кем он работает, его должность, какая-то строка статуса или описания. Здесь можно смотреть список его статей, как новые, как и популярные. И список комментариев, где он оставил какой комментарий, можно посмотреть. Так, что здесь? Вот это страница, когда ты на чужом профиле, а вот здесь ты, когда на своем профиле, ты можешь вот так кликнуть «Отредактировать». Также, если ты в своем профиле, у тебя есть таб «Черновики». Ты можешь зайти и отредактировать какие-то начатые записи. Вот он, черновик. Такие вещи. Комментарий. Тапка с комментарием, где ты оставлял. Вот статья, тайтл и какой комментарий ты там оставил. Ты можешь это смотреть. Ну и раздел специалистов. То есть то, что я вам говорил. Здесь у нас будут категории, по которым они будут делиться. Дизайнеры, разработчики, бренд, SMM, SEO, 1С и так далее. И вот такой список. Ты можешь здесь видеть его статус, доступен, недоступен, квалификация. Здесь сложного ничего нет. Как я говорил, мы сейчас решили ограничиться на минимальном наборе функций. И вот окна авторизации и регистрации. То есть ты можешь... Я все показал на одном экране, разработчики поймут. Но вообще вот это окно будет одно на всем экране, и они будут меняться друг с другом. Здесь авторизация через соцсети, восстановление пароля, регистрация и так далее. Все просто. Окей, тогда плавно статус четкий у Пуркиева. Я даже забыл, какой у него статус. Да, статус мощный. Человек, который любит пончики. Все сходства с реальными персонажами вымышлены. В общем, так, давайте начинать. Я сейчас как буду работать? Я буду работать в привычном темпе. Я не буду прям останавливаться, что-то объяснять. Я буду просто работать и комментировать, потому что это занимает много времени. И лучше показать, как все работа идет на самом деле. Время. В общем, все, начинаю. Нужно добавить шапку. Начинаем с шапки. Шапка у меня компонент. Я выношу эту шапку. Делаю detach instance. Выбираю компонент. Так, что здесь нужно? Так, мобильные версии. Есть опасения, что... так, копируем. Нет, разгруппировать нужно сначала вот эту штуку. Вот этот фон копируем сюда. Здесь я использую темную тему. В темных темах принцип слоев, он выглядит таким образом. Самый дальний слой всегда должен быть темнее. И вот по мере того, как слой поднимается все выше и выше, вот эти слои должны быть светлее и светлее. Это как раз-таки повторяет какие-то физические свойства объектов. Это должно быть вот так. В общем, давайте ставим сюда логотип. Насчет сетки я не рассказал. Какую сетку я здесь использую? Я здесь использую кастомную сетку. Я не стал идти стандартным путем 12-колончатую сетку
не стал делать, я сделал вот так. У меня есть, если так посмотреть, есть одна группа, вот левая колонка и центральная колонка — это одна группа. Правая колонка с комментариями — это вторая группа. И вот эта первая группа, она находится посередине пространства, которое остается после этого за вычетом вот этой колонки. То есть вот у нас начинается отсюда до сюда вот это пространство, и в этом пространстве это находится посередине. В случае, когда вот этой колонки не будет, или если, допустим, сделать ее уезжающей туда, тогда вот эта вся колонка, она сдвинется вот так на центр. Такую систему я здесь придумал. На странице статьи чуть-чуть немножко по-другому. Здесь левая колонка и вот с колонкой для основного текста, с линией для выносных элементов, такие как лайки и так далее. Ну и вот здесь она заканчивается. Сейчас мы будем думать над сеткой для мобильного приложения, над мобильной версией, так как здесь уже все по-другому. Здесь, я думаю, можно просто сделать обычную сетку 6-колончатую. Обычно для мобильной версии делается 6-колончатая сетка. Так, кажется, я ее уже сделал, да, я ее уже сделал. Ну вот, если здесь в настройках посмотреть, я взял 6 колонок, 15 пикселей отступы справа и слева по краям, и отступы между колонками 20 пикселей. Чем больше отступов между колонками, тем воздушнее будет у вас сайт, то есть больше будет отступов между элементами. Но здесь у нас нет необходимости в этом, поэтому такая сетка. Дальше идем, размещаем. Что мы размещаем? По приоритету идем. Так, я думаю, здесь обязательно должна быть аватарка. Обязательно должна быть иконка нотификаций. Так, да. И иконка поиска пока под вопросом. Ага. Так, написать можно будет вынести в профиль. Так, размещаем аватарку посередине, 10 отступ. Размещаем эти две иконки тоже посередине. Вот как раз таки насчет иконок хотел сказать. Все иконки у меня в виде компонентов. То есть все компоненты я вынес сюда. Иконки в виде компонентов. Что это значит? Допустим, если поиск, иконка поиска у меня на 100 страницах везде повторяется. Если я здесь в одном месте эту иконку изменю, на всех этих страницах она изменится. Про компоненты, я думаю, понятно. Теперь хотел бы сказать насчет того, как их лучше делать. Вот если вы заметили, у меня все иконки имеют размер 20 на 20. Хотя по форме они разные. Что я сделал? Я просто, к примеру, я просто покажу быстро, как, допустим, нарисовать иконку и как ее разместить лучше. Делаете там какую-нибудь иконку поиска. Так. Кстати, я настоятельно советую иконки рисовать самому, потому что порой это намного быстрее, чем найти подходящую иконку, и у вас будет какой-то стиль иконок соблюдаться. Очень тяжело найти набор качественных иконок, и чтобы в этих наборах были все иконки, которые вам нужны. В общем, вот я нарисовал иконку,
Но вы заметите, если вы заметили, здесь размер, допустим, 13 на 13, и нет у меня отступов. Чтобы все иконки были одинаковые, я просто беру фрейм и заключаю эту иконку во фрейм. Вот, я добавил иконку во фрейм. Чтобы было нагляднее, я задам бэкграунд этому фрейму какой-нибудь такой. И желательно в этом фрейме разместить эту иконку в визуальный центр, найти и разместить ее так. И не стоит иконку делать на всю ширину всего фрейма. Объясню почему. Связано это с тем, что, допустим, если вы рисуете вторую иконку, к примеру, пусть будет вот она иконка. Здесь 20 на 20, мы 15 на 15, надо сделать 20 на 20, 20 на 20 фрейм, чтобы он был одинаковый с этим. Вот. Визуально бывает, что если, допустим, я сделаю эту иконку на всю ширину, и мне нужно сделать другую иконку, и тоже, если я ее сделаю на всю ширину, этот компонент его нельзя редактировать, то если вот так отдалить, они визуально выглядят немножко разных размеров. И чтобы была возможность, вот, допустим, если вы нарисовали иконку и сделали какие-то отступы, и когда вы делаете другую иконку, чтобы сделать визуальную компенсацию относительно вот этой иконки, вы в другом фрейме можете либо чуть-чуть увеличить, либо уменьшить. То есть у вас есть пространство, где вы можете играть с этой иконкой, сделать ее больше или меньше. Поэтому нужно оставить это пространство, чтобы у вас была возможность делать визуальную компенсацию размера иконки. В общем, я застрял на этих иконках. Давайте поехали дальше. Комментарий. Хороший микрофон. Так, насчет компонента вопрос. Ты их сразу готовишь, плашки, кнопки, или потом по ходу делаешь и закидываешь в библиотеку? Ну, как я делаю? Вообще, перед тем, как приступить к дизайну, я сначала делаю грубые там наброски, варфреймы, где я не делаю никаких компонентов, никаких иконок, ничего. Просто грубо, там, могу даже из каких-то наборов накидать иконок и делаю это все. А потом я уже приступаю к детальной прорисовке всех элементов. Я создаю вот здесь страницу дополнительную, называю ее icons, и страницу для компонентов. И по мере необходимости я сразу же, допустим, создаю иконку, потом иду сюда на сайт. Чтобы вставить, кстати, чтобы быстро вставить иконку, можно вот так сюда нажать на Assets. И вот здесь есть страница, которую вы создавали, icons, допустим, и там эти фреймы, в которых вы заключили эти иконки. Вы можете просто вот так брать и отсюда их сюда перетаскивать, компоненты иконок. Это очень удобно, быстрый доступ ко всему. Так, в общем, дальше едем дальше. Сейчас я думаю, стоит ли поиск оставлять в шапке, либо вынести его в меню. Ну, наверное, оставим шапки, потому что здесь нету таких больше прям сильно важных вещей. Единственное, можно будет специалисты тоже вынести в шапку. Я так думаю. Раздел специалистов. Да, и не будем это подписывать. Здесь иконкой
Я думаю, будет понятно, что это раздел специалистов. Я еще думал над тем, стоит ли оставлять название интернет. Может, стоит просто оставить иконку, но здесь необходимости нету, места достаточно, поэтому просто оставим. Давайте выровняем эти иконки. Кстати, можно это делать, и желательно это делать новой функцией автофрейм, автолейаут. Либо вот так, либо зажать кнопку Shift-A. Вот мы зажали, и здесь у нас есть какие-то настройки отступов между этими элементами. Вот здесь, если вы видите, создался этот фрейм и внутренние элементы. И справа у вас есть настройки. Вот это позволяет сделать отступы между внутренними элементами. Вот эти отступы, это отступ самого фрейма. То есть, если вот так сделаю, здесь 20, здесь 20, здесь там 10, вы видите, увеличивается отступ вокруг элементов главного. Это нам не нужно, поэтому эти отступы убираем, оставляем вот так. Нужно учитывать, что это мобильный экран, и нужно, чтобы палец попадал на эти иконки, поэтому желательно сделать немножко расстояние чуть побольше. Можно сделать 25, я думаю. Да. 17. Так, здесь все нормально. Нет, 25 немножко многовато. Давайте 20. Здесь сделаем 25. Вот так. Так, нормально. Так, едем дальше. Вынесем. Доступен, недоступен в меню. Теперь вопрос, куда деть колонку популярные, новые, помимо ленты. Так. Так. Вообще, по-хорошему, чтобы для каждого решения придумать там самые лучшие, для каждой задачи придумать самое лучшее решение, нужно тратить время, полазить по сайтам, поискать референсы, посмотреть паттерны какие-то готовые. И потом уже делать не так, как мы в эфире, и вам будет скучно смотреть на то, как я думаю и чешу затылок. Буду как-то сделать это побыстрее, не буду тратить время на какие-то поиски. Вот у нас есть популярное, новое. Наверное, это можно сделать табами. Сделаем табами. Да. Так. Давайте просто такой сделаем грубые наброски, а потом уже проработаем как надо. Потому что я начал немножко сомневаться насчет того, правильно это решение или нет. Давайте что-нибудь попроще выберем. Давайте начнем с карточек. Так. Вот это мне мешает здесь. Так. Карточка. Карточку будем размещать. Берем вот этот контейнер карточки, размещаем его сюда. Так, теперь думаем, делать этот контейнер на всю ширину экрана, либо сделать его вот так с этими отступами. Что у нас получается? Если мы делаем эти отступы, то это контейнер, и внутри этого контейнера нам нужно делать еще отступы. И есть опасение, что пространства будет не хватать, и весь текст будет зажат в этом контейнере. Но мы можем сначала проверить это. Ничто нам не мешает проверить.
Сделали 20, 20. Какой у нас здесь отступ? 10. Размещаем фотографию. Желательно сохранять пропорцию фотографии. Я удерживаю Shift и уменьшаю, чтобы не было такого, что при уменьшении сайта меняются пропорции. Так, здесь у нас снизу закругление у фотографии. Их можно убрать. Вот здесь. Так, это левый край, правый край, нижний правый и левый нижний край. Убрали эти закругления снизу. Так, здесь у нас отступ 15. Можно пока убрать сетку, чтобы она не мешала. Так. Теперь вопрос. Следующий вопрос. В принципе, я думаю, здесь нормально. Нормально. Можно вот так оставить. Не нужно, нет необходимости делать это на всю ширину. Единственное, мы забыли добавить сюда автора, время и главный тег. Что у нас здесь получается? Автор и тег у нас помещаются, но автор и время помещаются у нас, но есть опасение, что тег не будет помещаться, потому что тег может быть очень длинный. В таком случае надо продумывать каждый раз, на каждом этапе, продумывать все возможные варианты, как будет вести себя контент. И в данном случае очевидно, что теги могут выходить за пределы, поэтому надо подумать, что с этим тегом делать, куда его деть. Такс. В принципе, можно его убрать вообще в мобильной версии. Сам такого большого веса у этого тега нет. Можно убрать. Сейчас подумаем, что еще делать, чтобы его не убирать. Просто проблема еще в том, что верстальщик, мы не можем просто взять этот тег и унести куда-нибудь сюда вниз. Потому что, в принципе, в теории это возможно для верстальщиков, но это большой труд, потому что в верстке у нас все идет по тегам, по контейнерам сверху вниз, какая-то последовательность. И просто из-за того, что мы меняем размер экрана, чтобы эту последовательность какую-то изменить элементов, верстальщикам нужно прибегнуть к каким-то там костылям, сложным манипуляциям. Им нужно либо там задать позицию абсолютную, либо сделать дубликат этого элемента и сделать, чтобы он здесь скрывался и здесь появлялся. Это сложность дополнительно, поэтому не будем мучить мы верстальщиков и подумаем над тем, что с этим делать, чтобы это было легко. Проще всего просто убрать. Я думаю, верстальщики не будут против, если мы это уберем. Давайте тогда пока временно уберем, потом я еще подумаю и может что-то лучшее придумаем, но в рамках эфира тратить время на это тоже не будем. Я вот сейчас убрал все закругления, потому что мы сместили эту фотографию вниз. Делаем отступ 15, здесь у нас отступ 20. Вообще, при уменьшении размера экрана нужно еще подумать над тем, что какие-то отступы, какие-то размеры шрифтов могут выглядеть слишком крупными. Поэтому
нужно за этим тоже следить. Вот, допустим, здесь у нас 20 отступ сверху, слева 25. Мы здесь в мобильной версии сделали отступ по 20, потому что 25 уже будет слишком много. Так, я даже думаю, что можно сделать 15. Нет, 15 уже слишком. Так. Сделали вот так, да. Так, что если... Так, давайте вот сразу перекинем вот это сюда и вот это сюда. С этим никаких проблем нет, это остается как было. Так, я еще не подумал над тем, что имя пользователя может быть длинным. И опять-таки вот эта штука может выезжать за пределы. Я сейчас подумал, все-таки надо делать эту карточку на всю ширину. Вот так. Выбираем закругление. Да. Так будет чуть-чуть лучше. И больше пространства для маневров. Делаем отступ. Включаем сетку. Делаем здесь отступ 15. Здесь отступ 15. 15. Такс. Вот эту тоже тогда можно уже сместить. 14, 15. Это можно довести до сюда. Так, здесь все нормально. Ну, теперь уже, я думаю, точно нам хватит места. Вот это 9 часов назад можно, в принципе, сделать не 9 часов назад писать, а писать конкретное время. И это будет тоже чуть короче. Здесь 15. Так. Выравниваем это посередине. Здесь нормально. Тут перетаскиваем направо. Я не стал делать компоненты всех элементов, хотя это нужно делать по той причине, что сам дизайн у меня небольшой, и мне просто было лень этим заниматься, но я уже много раз наступал на грабли, что казалось вначале, что у меня дизайн небольшой, и я справлюсь без компонентов, но в итоге оказывалось, что дизайн не такой уж маленький, он там несколько десяток страниц, и когда тебе что-то нужно исправить, тебе приходится перебирать каждую страницу вот так, менять все вручную, потом переключаться на другую, менять, переключать. Это очень много времени отнимает. Поэтому очень советую взять себе за правило, за привычку делать все компонентами. Даже если у вас дизайн небольшой, он может вам выкинуть много сюрпризов. На тот момент, когда я начинал делать этот дизайн, у меня немножко другое представление этого было. Сейчас я уже немножко поумнел, но уже поздно здесь что-то менять, поэтому сейчас я уже стараюсь везде всегда все делать компонентами. Хотя у меня есть иконки компоненты, там какие-то маленькие элементы, но все-таки нужно вот для этих лайк, дизлайк, вот эти иконки, все это нужно делать компонентами. Даже можно всю карточку сделать одним компонентом. Это очень удобно. Так,
Что у нас по карточке? По карточке, я думаю, в принципе, все. Так, дальше можно повторить другие карточки. Что для этого нужно сделать? Кстати, что еще здесь можно сделать? Можно все это заключить в авто-лейаут. И очень сейчас покажу, что это нам даст. Вы берете, допустим, там, где у вас одинаковые отступы, 15-15, здесь есть. Вот берете здесь везде по 15, поэтому нажимаете Shift-A и слева даете отступ, какой у нас был, 15. Если я не ошибаюсь, да, 15. И справа тоже даете отступ 15. Почему у меня карточка изменилась? Вот так. Вот мы заключили это в автофрейм. Потом дальше смотрим 15. Здесь у нас 10. Вот это 15. Вот это можно взять в группу. Здесь 15. Вот, там, где 10, тоже делаем автофрейм. Здесь даем 15 отступ. Справа и слева тоже 15. Так, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. А что пошло не так, я сейчас объясню. Здесь не надо было задавать отступы справа и слева. Здесь так. Теперь все это заключаем в автофрейм. Потом берем вот это и вот это. Здесь 15 тоже заключаем в автофрейм. Здесь, в принципе, тоже можно делать, вот взять вот здесь вот это и вот это тоже заключить в автофрейм. Все, у нас теперь вся группа. Смотрим отступ снизу 15, можно снизу сделать. Хотя, да, можно снизу сделать 20, чуть больше. Нет, не 205, а 20. И что это нам дает? Если мы, допустим, начнем изменять внутри текст, видите, все автоматически меняет свои размеры. Вам не нужно подгонять уже потом. Теперь у вас есть вот эта готовая карточка, даже если вот меняете заголовок, видите, все подгоняется под размер. Это вот очень удобно, тем более для вещей, которые повторяются везде. Так, что у нас с комментариями? Этот красный цвет от сетки я всегда его прозрачность делаю почти на 0. Раздражает такой яркий объект постоянно перед глазами. Но сетку не стоит держать всегда перед глазами. Ее просто ты включаешь, чтобы проверить, и сразу же выключаешь. Ctrl-G быстро включает и отключает сетку. Поэтому я стараюсь ее просто включать по мере необходимости. Вот если я один раз выровнял, допустим, вот эти элементы, сделал отступы слева 15, то все последующие элементы я уже могу выравнивать без сетки, потому что здесь у нас есть подсказки, линии, они показывают тебе, что есть там отступ. Вот я сделал копию карточки. Давайте вставлять сюда другой контент. Я беру вот эту фотографию, чтобы вставить туда ее. Вот здесь просто достаточно нажать вот с краю, выделить вот эту картинку, нажать Ctrl-C. И во фрейме, чтобы добраться до картинки, у нас же, если вы видите, здесь много слоев. Чтобы добраться до этой картинки, не нужно так прям кликать, это очень долго. Достаточно зажать кнопку Ctrl или Command, у меня на Mac Command, и один раз кликнуть, и он берет самый нижний элемент. Все, вы выбрали, теперь нажимаете Ctrl-V или Command-V, вставляете скопированное изображение. И вот здесь оно вставилось вторым слоем, снизу вот старое. Можно ее удалить отсюда. Потом берем, копируем текст, Ctrl-C. Также выбираем Title, нажимаем Ctrl-V.
Видите, у меня схлопалось все, мне не нужно выравнивать все. Все само выравнивается. Копируем вот этот текст. Вставляем его сюда. Так, что у нас здесь? Так. Едем дальше. Едем. Копируем. В принципе, вот эти карточки, их тоже можно взять во фрейм, автофрейм. Вот так Shift-A нажимаю. Потом просто выделяю вот эту карточку и нажимаю Command-D, дубликат. И он автоматически уже становится на свое место, куда нам нужно. Так, дальше выбираем. Надо, поменяем автора. Здесь другой автор. Фотографию автора. Копируем фотографию, вставляем ее сюда. Такс. Хаваж. Как мы забыли Хаважа? Что, ребят? Камон, это же Хаваж. Копируем Хаважа. Копируем фотографию. Так, это удаляем. Копируем. Так, с карточками покончили. Вставляем. Так, кнопку показать все. Это у нас тоже фрейм. Здесь убираем закругление. Уменьшаем, чтобы это было по центру. Здесь просто вот так делаем по центру. У нас выравнивается по центру. Так, у нас в этом фрейме отступа по 20. Мы можем просто вот это засунуть туда же, в этот фрейм. И это будет частью фрейма. Все. С колонкой мы закончили. Теперь надо думать дальше. Думать надо дальше. Вот я сейчас смотрю. Сейчас настало время Магриба. И, наверное, нам пора уже заканчивать. Хотя я сделал не очень много, но у меня было длинное предисловие. И я постараюсь завтра тоже выйти в эфир, иншаллах, в 9 часов, в 9, может даже в 6 часов пораньше, чтобы успеть побольше. И продолжить этот дизайн. Если у вас есть вопросы по тому, что я сделал, уже вы можете в Телеграме, в группе дизайн оставить эти вопросы, комментарии, может какие-то пожелания, предложения. И в следующем эфире я постараюсь все это учесть, ответить на ваши вопросы. В общем, вот так вот. По комментариям. На мобильные шрифты делать может отдельный свой стиль. Я согласен с тобой насчет того, что нужно, чтобы немножко отличалось. Какие-то заголовки могут быть уже другие, но прям совсем стиль, если ты имеешь в виду какие-то другие шрифты, то не стоит. Какие-то размеры можно поменять. Чтобы понять, подходит этот размер для мобильного экрана, нужно запустить этот дизайн через приложение Figma на своем телефоне. И будет наглядно видно, как он выглядит, большой он или нет. Поэтому сейчас я пока это не делал. Может быть, в следующий раз сделаем. И поймем, нужно с этими размерами что-то делать или нет. Но пока, мне кажется, все нормально. В общем, на сегодня тогда все. Жюри. Давайте я отключаюсь. Я сказал, что смотрели. Извините за то, что было много воды. Постараюсь меньше болтать. В следующий раз и больше показывать. Давайте тогда ассаламу алейкум всем.